5 каналдын түз эфиринде 27 февралда Бишкек шаарындагы 2-1 мандаттуу округ боюнча өтө турган кайра шайлоонун алкагындагы кезектеги теледебаттар башталууда. Саламатсыздарбы, менин атым Гүлзат Иманова. Берүүбүз адаттагыдай эле 5 каналдын Facebook социалдык тармагындагы расмий баракчасынан дагы түз эфирде чыгып жатканын эскерте кетейин. Бүгүн болсо бизде Борбор каладагы номер 27 1 май шайлоо округу боюнча ат салышып жаткан талапкерлер конокко чакырылган. Анда эмесе катышуучулар менен тааныштыра кетсем, Акеров Табылды Абдрахманович, саламатсызбы? Жана Гапаров Адылбек Абдикаримович, саламатсызбы? Андан сырткары ушул округтан ат салышып жаткан Мусаев Тахир Насырович дагы дебатка чакырылган эле. Тилекке каршы бул талапкерибиз биздин дебатка келип берген жок. Анда эмесе, урматтуу дебаттын катышуучулары, биз талкуубузду баштаардын алдында кыскача эрежелер менен тааныштыра кетсем, бүгүн сиздерге ар бириңиздерге 15 минутадан берилет. Ал 15 минутанын биринчи 2 минутасы өзүңүздөрдү, программаңыздарды шайлоочуларыңыздарга тааныштырууга берилет. Андан кийин биз биринчи бөлүккө өтөбүз. Биринчи бөлүктүн алкагында 6 минутта каралган. Мында алып баруучудан 3 суроо болот. Болжол менен ар бир суроого жооп бергенге 2 минутадан бөлсөңүздөр сураныч. Андан кийинки бөлүктө дагы 6 минутадан берилет ар бириңиздерге. Мында бири-бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Жана акыркы 1 минутта сөзүңүздөрдү жыйынтыктап, кайрадан эле шайлоочуларга кайрылуу кылып алуу үчүн берилет. И, уважаемые кандидаты и телезрители, давайте на официальном языке также повторю условия наших теледебатов. Сегодня каждому из вас будут предоставлены по 15 минут. Из них первые 2 минуты даются на приветственное слово. Далее мы начинаем первый раунд, где поступят вопросы от ведущего. 3 вопроса, на ответы которых вам будут предоставлены 6 минут. Затем мы переходим во второй раунд. Здесь также у вас в распоряжении будут 6 минут. Здесь вы можете задавать вопросы друг другу. И в конце 1 минута на заключительное слово. Анда эмесе дебатыбызды баштасак, башында белгиленгендей 2 мүнөттүк кириш сөз. Табылды агай, сизден баштайлык. 2 минута. Алдыңызда турган монитордон канча убактыңыз калгандыгын көзөмөлдөп, баамдап турсаңыздар болот. Урматтуу 1 май шайлоо округунун шайлоочулары, 27 февралда өзүңүздөргө белгилүү болгондой кайра шайлоо болгону турат. Бул кайра шайлоо сиздердин мурдакы күзгү шайлоолордо талапкерлердин баарына каршы деп добуш бергениңиздердин негизинде жүрүп жатат. Албетте сиздер баарына каршы добуш берүү менен олуттуу бир чоң окуяга алып келдиңиздер өлкөнү. Башкача айтканда бийликке, элге бардыгына тең эскиче жашоо же болбосо эскиче шайлоолорду өткөрүү бүгүнкү талапка туура келбейт. Жогорку кеңешке эң татыктуу адамдар гана келиш керек дегендей бир мындай чоң кадам же болбосо жол көрсөттүңүздөр. Мына ошонун негизинде мен дагы шайлоого катышууну туура көрдүм. Буга чейин деле мен шайлоого катышайын деп аракет кылгам, бирок ал өзүңүздөр билесиздер, өтө чоң акчаны талап кылган. Ошондуктан шайлоого катышууга мүмкүн эмес болчу. Мына ошол сиздердин баарына каршы добуш бергениңиздердин негизинде көп жакшы мындай жышаан болду. Менче мындан нары парламенттик шайлоолор эмес, жергиликтүү кеңештердин шайлоолору, президенттик шайлоолор да ушундай негизде өтөт деп ишенип кете алам. Бирок бул менен токтоп калуу болбойт. Сиздер бул талашты аягына чыгарышыңар керек. Башкача айтканда 27 февралда активдүү катышып эң татыктуу талапкерди шайлап алышыңыздар. Чоң рахмат Алдагай, убактыңыз аягына келип калды. И Адылбек Абдикаримович, ваш первые 2 минуты, я забыла сказать вам, ответы вы можете давать как на официальном, так и на государственном языках. Первые 2 минуты ваши. Дорогие горожане, дорогие избиратели, я как житель города Бишкек полностью на последних выборах был в большинстве избирателей, кто проголосовал против всех. И до последнего момента я долго думал, стоит ли мне избираться, баллотироваться в депутаты.
Как и многие граждане, мне надоело вот этот беззаконие, вот этот беспорядок, который у нас сейчас творится. Я хочу тоже внести свою лепту, оставить после себя хороший след, и чтобы про меня вспоминали только хорошее. Как кандидат в депутаты я могу тоже пообещать много чего. И увеличение заработных плат, и пособий, и пенсий, и строительство дорог, и больниц, и детских садов. Но обещания должны быть, самое главное, выполнимыми. И мой главный девиз – это чтобы каждое обещание было действительно удержано мной. В связи с чем, уважаемые избиратели, я не привык много говорить, я привык делать. Я работал и на госслужбе, и частным предпринимательством занимался. И я знаю все проблемы частных предпринимателей. Я хочу облегчить их экономическую деятельность, ведение. Спасибо. Спасибо вам большое. Албек Гапарович, у вас в распоряжении еще времени осталось. Если хотите, можете закончить мысль, или мы можем тогда перейти на следующий раунд. Можем перейти. Спасибо большое. Анда эмес урматтуу катышуучулар, биз ушу менен биринчи раундга өтөбүз. Мен башында айтып кеткендей, мында алып баруучудан 3 суроо болот. Жооп берүүгө жалпысынан 6 минутта берилет. Бир суроо жалпы мүнөздө берилет. Анда биринчи суроомду баштасам. Учурда ушу биздин өлкөдөгү иштеп жаткан мыйзамдарды талдай келсек, сиздердин пикириңиздерде кайсыл мыйзам жетишпейт? Кайсыл мыйзамга биздин өлкө азыр учурда суудай муктаж? Балким сиздер таптакыр макул эмес болгон кандайдыр бир мыйзам бардыр. Ошол боюнча сиздердин пикириңиздерди уккум келип жатат. И на русском также озвучу. Если проанализировать действующее законодательство, на ваш взгляд, какие сейчас законы нужны нашей стране, будь то экономические, фискальные и другие? И Албек Мырза, с вас начнем. В настоящий момент, как представитель бизнеса, как тот человек, который занимается бизнесом, я бы хотел ввести наше законодательство, такие законы, чтобы максимально упрощали ведение бизнеса, чтобы никаких лишних проверок не было, максимально комфортные условия для инвесторов создать. Это может быть налоговые каникулы. Но мы должны привлечь деньги извне. И мы должны наконец-то увеличить нашу производительность, чтобы наши товары были конкурентными. На сегодняшний день что мы видим? Наши товары не конкурентоспособны. У меня друзья и одноклассники, все, кто за границей, как после каждого приезда в Бишкек, они говорят, что в Бишкеке все подорожало, все дорого. Хотя для нас эти все цены те же самые остались. Далеко ходить не будем. Мы, когда ездим в Алмату, нам кажется, что все дешево. Но почему так? Вот, это вопрос. Хотя такого быть не должно. Поэтому мое вот первоначальное пожелание, чтобы вот максимально создать привлекательную вот этот для инвесторов возможность, чтобы они могли вкладывать и знали, что первые несколько лет они будут полностью освобождены от налогов, к примеру. Спасибо большое. Таулдагай, Ну, в основном у нас все законы есть, но многие законы практически не работают. Поэтому нужно улучшать, наверное, чтобы все законы работали, то есть контроль над исполнением законов. Но я думаю, что вот тот случай, когда недавно с журналистами был, тоже говорит о том, что до этого Кыргызстан был как бы парламентской или полупрезидентско-парламентской республикой, поэтому сегодня, я еще тогда говорил, что если мы перейдем на президентское правление, то будет противоречие, и, конечно, граждане, которые уже 10 лет жили в парламентской или президентско-парламентской республике, будут как бы выступать против власти, или какие-то противоречия будут между масс-медиа и властью и так далее. Вот это и происходит, поэтому
я думаю, что нужно отрегулировать и между властью и журналистами как бы был баланс, и они или власть понимала, что до этого Кыргызстан жил президентско-парламентской республике, и, конечно, у нас как бы по сравнению с другими центральноазиатскими государствами более открытое общество, и государственные структуры, особенно СМБ, милиция, прокуратура, они помнили об этом, и тогда я думаю, что не будет вот такого противоречия. Ну и также я думаю, что не стоит слишком давить на НПО, поскольку мы все равно ничего не добьемся, потому что они живут как бы своим или они проводят свою политику, но лишь отдельные НПО, да, иногда, возможно, перегибают палку, и вот в этих случаях тоже только можно как бы государству вмешиваться, а в остальных случаях и думать, что практически все НПО работают против государства или против власти, я думаю, такого нет, потому что они тоже заинтересованы получать гранты и как бы кормить свои семьи за счет этих грантов и так далее. Конечно, нам очень жаль, что некоторые НПО иногда как бы в своей деятельности переходят, наверное, грань и как бы занимаются политикой. Спасибо большое. Анда экинчи суроомду узатсам, эми учурда сиздердин шайлоочуларыңыздар ушу 1-Май районунун жана Ленин районунун айрым бөлүгү сиздерди кызыгып карап жатат болуш керек. Сиздердин ушу шайлоо программаңыздар боюнча дагы кыскача маалымат окум келип жатат. Ушу шайлоо программаңыздарды кыскача 5 пункт менен шайлоочуларыңыздарга айтып берсеңиздер. Вопрос по вашей предвыборной программе. Вот коротко сможете в 5 пунктах рассказать, сформулировать вашу предвыборную программу? Талдайсыздар баштайлык. Я в своей программе, конечно, охватил все сферы жизни страны и общества, экономику, сельское хозяйство, социальную сферу, образование и так далее. Ну, я, как ученый, специалист по регулированию, считаю, что сегодня переходный период, нам нужно именно обратить внимание на государственное регулирование. Мы должны опираться на государственное регулирование, поскольку опыт таких стран, как Япония, Малайзия, Сингапур, показывает, что переходный период, чтобы стабилизировать экономику за короткий срок, можно только с помощью государственного регулирования. Второе, конечно, мы должны в селе поддерживать малых и средних фермерских хозяйств, потому что и также они развивались именно по новым технологиям и переходили на капельное орошение и так далее. То есть вот эти вопросы мы должны всегда поддерживать. Это нам даст как бы немножко приостановить внутреннюю миграцию в города, особенно, да, мы видим. И следующее, то, что касается образования, образовательной сферы, я предлагаю, нужно очень тщательно пересмотреть политику образовательной сфере. Думаю, что нужно во всех вузах вести IT-дисциплину по IT-технологиям,
И также во всех школах и вузах нужно проводить занятия на 3 языках: кыргызский, русский и английский. Почему? Потому что когда вот я 10 лет преподаю, больше 10 лет преподаю в МУКе. Спасибо большое, Табылдагай. Ваше время завершено. Адылбек Мурза. Да, спасибо за вопрос. Но если коротко говорить, то программа, ну, помимо, да, вот разработка и реализация законодательных актов, облегчающих предпринимательскую деятельность в целом, разработка и реализация законодательных актов, облегчающих ведение сельскохозяйственной деятельности. И третий пункт по регулированию и внедрению в экономику страны криптовалюты. Вот. Также хотел бы отметить, вот я сколько изучал программы наших оппонентов и также других кандидатов, хотел бы подчеркнуть именно 2 кандидатов, которые программы мне тоже очень импонируют и понравились. Первая программа – это программа Карамушкиной Ирины Юрьевны. Вот у нее такой пункт: работа по развитию и реформированию системы образования страны, укреплению ее материальной базы. Как педагогу с большим стажем эти вопросы ей особенно близки. Вот, и строить для учителей и врачей бюджетное жилье. И вторая программа, вот Абышев Медер, развитие государственно-частного партнерства. Вот эти вот в целом 5 пунктов, я думаю, вот они очень интересны, и можно будет на них заострить внимание. Спасибо большое. Если посмотреть на монитор, у Табылдагай, к сожалению, время закончилось. Адылбек Абдукеримович, у вас время есть, поэтому следующий вопрос прозвучит только для вас. Но так как вы один остались, давайте также вопрос будет про вас. Почему ваши избиратели, именно избиратели Первомайского района, должны избрать вас? Коротко о себе расскажите. Коротко. Я коренной житель Бишкека. И почему вы избираете уроженец города Фрунзе. Ага. До последнего момента я не решался сделать этот шаг. Мы все привыкли критиковать, лежа на диване. Мы все гораздо, мы умеем это делать превосходно. Однако что-то созидать, это надо постараться. Я привык за всю свою жизнь только созидать. Я всегда что-то придумываю, новаторство, новые идеи. Мне это нравится. И я хочу именно поднять нашу экономику, чтобы она была экспортно ориентированной, а не импорта, чтобы мы больше продавали товары за рубеж, создавать рабочие места. У меня есть проекты, для которых потребуется не менее 10 тысяч рабочих мест. Я готов обеспечить этими местами, вот. Но нужна только поддержка государства. Будучи депутатом, я уверен, что у меня это получится. Я смогу наконец-то привлечь хорошие инвестиции и создать рабочие места. Спасибо большое. У вас еще есть время. Тогда хочется еще услышать ваше мнение. Вот сколько мы говорим, что Кыргызстан имеет огромный потенциал в сфере туризма, да, мы почему-то до сих пор все еще не вторая Швейцария, да? Вот как вы думаете, какие решительные реальные шаги мы сейчас должны сделать, чтобы именно туризм вносил ощутимый вклад в нашу экономику? Спасибо за вопрос. Знаете, когда-то давно Оскар Акаев говорил, что Кыргызстан – это Швейцария. И когда я увидел действительно Швейцарию, мы действительно во всем схожи. Это и по климату, и по горному рельефу, и люди у нас трудолюбивые. И действительно, а почему бы нам не сделать свою Швейцарию, да? Но вопрос, туристы к нам боятся ездить. Большая часть, те, кто с деньгами, они боятся. У нас инфраструктура слабенькая. Действительно, они хотят чувствовать себя в полной безопасности. Надо какую-то безопасность гарантировать им, что они приедут, хорошо отдохнут, и они готовы оставить. И действительно, у нас все условия для этого есть. Но нам нужно только работать. И основной аспект, вы говорите, нам нужно обеспечить безопасность. Обеспечить безопасность.
обеспечить их действительно безопасность, потому что действительно сколько случаев было, когда приезжают, у них что-то воруют, их что-то где-то избивают, там, ну, это, конечно, давно было, но все же. А в памяти у них осталось это. Нам надо сделать так, чтобы они максимально чувствовали, что они приедут и будут со всех сторон обделены вниманием. Это вот то, что касается иностранцев. А по вашему мнению, вот наши сами граждане, да, кыргызстанцы, они чувствуют себя безопасными в нашей стране? Ну, это спорный момент, спорный такой вопрос, действительно. Но большая часть, ну, с кем я общаюсь, но уверенности как таковой пока сейчас не испытывает. Это результат 3 революций, мародерства, и, естественно, люди боятся у нас заниматься как-то. Спасибо большое. У вас еще время осталось, Адылбек Мырза. Ну, давайте еще такой очень злободневный вопрос, проблема, да, загрязнения воздуха. Уже который месяц, особенно в зимние месяцы, это чуть ли не самая основная проблема в столице. Да? Вот причина, по какой причине уже который раз Бишкек находится вот в первых рядах антирейтинга по загрязнению воздуха? Почему? На мой взгляд, то, что хаотично вот частный сектор понастроили, это вот вокруг Бишкека, да, и, как правило, жгут в основном резину. Я даже знаю многие такие дома, которые самопошивы, вот это все обрезки, вот это тоже свою лепту она добавляет. Учитывая, что город Бишкек остается в центре, что днем ветер с одной стороны задувает этот же смог, что вечером с другой стороны. Поэтому продуваемости как таковой нет. Ну и опять-таки, мне кажется, что уголь тот, который используется на ТЭЦ, мне кажется, он не очень хорошего качества. Лично мое субъективное мнение. И что мы сейчас должны предпринять? Мы должны именно пригласить действительно специалистов, ведь всю жизнь наша ТЭЦ использовала уголь. Спасибо большое. Уважаемые участники теледебата, тогда мы переходим во второй раунд. Здесь вы можете задавать вопросы друг другу. Вопросы можно задавать как на официальном, так и на государственном языках. И вы можете также ответить на свой же вопрос. То есть, исходя из этого, тоже можно задавать свой вопрос. Адылбек Мырза, ваш черед. Вопрос давай. У меня вопрос следующего характера. Табылды Мырза, вы занимались ли когда-нибудь предпринимательской деятельностью? Если да, то чем именно? Ну, официально я не занимался предпринимательством, поскольку я преподаю, и до прихода в университет я работал в администрации президента, поэтому я не занимался предпринимательством, но поскольку я эксперт, политолог, очень многие знают, и знаете, что у нас законы очень плохо работают. Многие предприниматели ко мне приходили решить какие-то у них вопросы или советоваться, да, консультацию брать, как можно вот, быть в каких-либо ситуациях и так далее. Я всем помогал. И, конечно, консультировал, и даже как вот развивать предпринимательство. Но и также постоянно выступаю по телевидению, радио там, или пишу статьи аналитические, как улучшить, да, вот, ситуацию в стране и так далее. Если вы хотите, можете, да, дать комментарий на свой вопрос, или, может быть, вы хотите ответить. Если нет, тогда Табылдагай очередь дадим. У меня особо вопросов нет, но я бы хотел, чтобы он мог рассказать, как вообще у нас с предпринимательством в стране, трудно ли открыть свой бизнес и так далее. На свой предыдущий вопрос у вас комментария нету, да, Адылбек Мырза, я как поняла? Да. Нет, ага, тогда ответ на вопрос стал следующий. На протяжении последних 1,5 лет я занимаюсь частным предпринимательством, и большая часть населения меня узнают как человека, который занимается стартапом, разводит сверчков. Это такой стартап-бизнес, и действительно люди многие не верят в него.
это думают бредовая идея, что кыргыздар это ичкачан жеген эмес и жебейт дагы. Но вся беда в том, что этот бизнес, это развитие сверчков, оно связано как раз таки с экспортом. Абсолютно, это дорогой продукт. Премиум продукт считается в Европе, и люди готовы его покупать в очень больших объемах. И только сейчас я понимаю, что разрешительные документы получить, она действительно очень сложно, проблематично. На протяжении последнего года я только вот как футбольный мячик. То в один кабинет, то в другой кабинет, и по сегодняшний день я до сих пор еще не получил разрешительные документы. Поэтому этот момент, мы как страна-участники Евразес, у нас должно быть законодательно едино, база, вот эти все требования, регламенты, и как бы насекомых по сегодняшний день нету в реестре, у нас есть разведение моллюсков, ракообразных и прочих всего, но именно вот насекомых именно нету. Поэтому вот надо попытаться вести вот это действительно на законодательном уровне. А у нас климат, он идеальный для выращивания как раз-таки вот хотя бы вот этих насекомых, которые пользуются, подчеркиваю, большим спросом во всем мире. Это элементарный пример, с которым я сейчас столкнулся. Ну, я знаю, что много стартапов, которые молодежь сейчас, они не могут получить деньги под эти стартапы. Банки не верят, залога нету. Надо что-то, какой-то фонд открыть для таких вот новых предпринимательских идей. Спасибо большое. Адылбек Мурза, может быть, у вас еще есть вопросы? Нет, я могу ответить. Да, конечно, можете. Вот то, что он сказал, именно подтверждает, что у нас законы не работают. Даже для предпринимателей они не работают, они не могут получить документы. Мы сейчас стали свидетелями. Как улучшить ситуацию? Конечно, прежде всего, это мы должны, то, что я сказал, перейти на государственное регулирование. И всем предпринимателям, таким как вот наш кандидат, разрешить экспорт продукции и не брать налог за это. И тогда вот таких предпринимателей очень много будет, и будут обеспечены очень многие наши граждане рабочими местами. Спасибо большое. Адылбек Мурза, у вас еще вопросы будут? Ну, как таковых вопросов нету. Программы у нас у всех одинаковые, по сути, да. Ну, что-то меняется, что-то добавляется. Но, по сути, все кандидаты действительно достойные. Остается только избирателю не ошибиться и сделать свой правильный выбор. Талда Абдраманович, может, у вас еще есть вопросы? Ну, я хотел бы задать вопрос. Вот, как вы относитесь к НПО и то, что вот прокомментируйте, если можете, вот, случай с журналистами, который недавно был в нашей стране. Журналисты, это про кого имеете в виду? Это Болот Темиров и Болот Назаров, да? Вот. Ну, здесь мое видение такое, что, ну, НПО, да, она как-то должна регулироваться законодательством, как-то должна быть, не знаю, подконтрольной быть, ну, а в целом юридическую оценку, я думаю, должны дать правоохранительные органы, потому что фабулы я не знаю суть дела, поэтому не могу утверждать, насколько там все законно или нет, я как-то не вдавался в эти подробности, поэтому не могу давать такую оценку. Я думаю, что при президентском правлении власти и журналисты тоже могут жить дружно, даже с НПО. Единственное, государство не должно бояться и не должно считать, что НПО – это враг. Я думаю, что, да, действительно, нужно работать с теми НПО, которые перегибают палку и занимаются политикой, или определенно занимаются политикой. Но в остальном, конечно, мы даже должны сотрудничать с НПО, поскольку это помогает нам. Они берут деньги из-за рубежа и, конечно, кормят свои семьи. То есть решается социальный вопрос. Единственное, действительно, вот, ну, я не знаю, сколько их, может быть, 10, может быть, еще мало НПО, которые известны в нашей стране.
Если бы они занимались бы именно только вот по своей деятельности, как у них прописано, я думаю, что с властью у них проблемы не было. Но так как мы отдельное государство, независимое, да, действительно должны быть законы. Но эти законы не должны ущемлять права НПО или ликвидировать их полностью. Спасибо большое. Уважаемые участники, у вас еще будут вопросы друг к другу? Если нет, если позволите, я могу задать один вопрос общего характера. Да? У Талдагай, как мы знаем, большой опыт в системе образования. Абдулбек Мурза тоже является представителем молодежи. Да? Я думаю, вопрос будет интересный для вас. Вот, как вы считаете, школьная система образования сейчас вас устраивает? И по вашей оценке сейчас какой уровень образования у молодежи? И вот уровень не падает, по вашему мнению? Талдай. Я считаю, что, да, многие говорят, что уровень падает, но сам я преподаю в МУКе более 10 лет. Воспитываем мы школьников или молодежь после школы со всех регионов. Конечно, я не могу сказать, что все преподаватели в школах, у них низкий уровень. Ученики приходят очень сильные, даже из Баткена, из других регионов, очень сильные студенты. Поэтому практически сказать, что очень хромает система образования, невозможно, нельзя, но все равно мы должны усовершенствовать систему образования, и всегда нужно улучшать ее. Я предлагаю ввести во всех вузах IT-технологию, ввести предмет, и также, чтобы в наших школах и вузах учились на 3 языках, на кыргызском, русском и английском. И это даст нам, когда наши выпускники после вуза уже прямую могут составлять контракты с зарубежными компаниями, и сидя здесь дома, они могут зарабатывать очень большие средства. Вот, например, я своих детей так воспитываю. Мой сын после вуза. Спасибо большое, ваше время завершено. Адылбек Мурза. Касательно системы образования, печально признавать, но это действительно, мне кажется, что сейчас уровень образования у нас, возможно, упал. Но опять-таки отчасти из-за чего? Из-за того, что желающих стать педагогами, их в последнее время, последние годы стало меньше в разы. Только действительно энтузиасты, фанаты своего дела идут и обучают детей. За ту зарплату, которую сейчас они получают, действительно нам должно быть всем стыдно. Поэтому надо в первую очередь поднимать зарплаты. Надо сделать именно, чтобы профессия учителя была престижной, востребованной, чтобы люди действительно, дети мечтали стать воспитателями, учителями. Вот. Касательно высшего образования, я думаю, что надо будет создать такую программу, которая позволит нашим выпускникам за счет государства уехать, к примеру, учиться за рубеж, но после этого они обязаны будут прилететь, обратно вернуться в республику и поработать на благо государства. Да? Пусть государство вложит, это тоже по-своему инвестиции. Я думаю, эта программа должна быть действительно реализована. На своем примере, я как представитель молодежи, все мои друзья, все мои близкие, одноклассники, однокурсники, они все практически уехали за рубеж. Минимум это Алматы. Почему? Потому что здесь зарплаты маленькие,
карьерный рост. Сложно без чьей-либо поддержки и помощи продвинуться, очень сложно, я их понимаю. У меня у самого неоднократно, не раз была возможность уехать за рубеж, остаться, и хорошие зарплаты предлагали. И по сегодняшний день, даже сейчас меня, как вот индивидуального предпринимателя по сверчкам, меня уговаривают переехать в Россию, Казахстан. Я отказываюсь пока. Хотя вот на последнем, так сказать, фанатизме, энтузиазме держусь и верю, что у нас в Кыргызстане будет все хорошо, будут хорошие зарплаты, будет действительно поддержка государственная, да, и во всех сферах. Поэтому, как говорится, надежда умирает последней. Убежать мы всегда можем, но от кого убежишь? От судьбы не убежишь, от совести не убежишь. Поэтому у нас очень много вопросов, которые надо решать действительно, начинать на законодательном уровне. Законов много, которые действительно многие не работают. Спасибо большое. Если у вас больше нет вопросов, тогда позвольте перейти в заключительный раунд. У вас у каждого в распоряжении 1 минута. Вы можете обратиться с заключительным словом к своим избирателям. Тавлет Абдраманович, начнем с вас. Ваша минута. Уважаемые избиратели Первомайского округа, 27 февраля вы должны прийти на участки и проголосовать за самого достойного кандидата. То, что вы на прошлых выборах проголосовали против всех, это, конечно, большой плюс для страны. Мы все убедились, что народ может в любое время выразить свою волю. Но теперь осталось еще одно дело, это вы должны завершить этот процесс и проголосовать за самого достойного кандидата. Мой номер 24, голосуйте за 24 номер. Спасибо большое. Адлбек Абдраманович, ваша минута. Спасибо. Дорогие горожане, дорогие соотечественники, времени действительно осталось очень мало, и я очень надеюсь, что вы выберете достойного кандидата в депутаты. Если такое доверие вы окажете мне, я гарантирую то, что вам стыдно не будет и мне стыдно не будет. Мой телефон круглосуточно включен, я готов каждого выслушать, с каждым обсудить и взять на заметку все пожелания ваши. Я, так как коренной житель, за меня стыдно не будет. Это я вам обещаю и гарантирую. Я человек слова. Много говорить не умею, но люблю делать. Спасибо большое. У вас еще немножко времени осталось, может быть. Хорошо. Номер 17, Гапаров Адылбек. Я думаю, вы меня все запомните и будете еще долгое время вспоминать хорошими словами. Я за креатив. Спасибо большое. Талдага, у вас всего 3 секунды осталось. Наверное, не успеете сказать, но ваши 3 минуты по закону. Мой номер 24. Проголосуйте за 24 номер. Спасибо большое, уважаемые участники. На этом мы завершаем сегодняшние теледебаты. Выражаем вам благодарность за участие. Конечно же, пожелаем вам удачи на предстоящих выборах. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Ушуну менен биз теледебатыбызды жыйынтыктайбыз. Мыйзам тарабынан белгиленген убактыңыздарды колдонуп, өзүңүздөрдү шайлоочуларга тааныштырам деп келип бергениңиздерге ыраазычылык. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз Бишкек шаарындагы бир мандаттуу 2 округтан жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына ат салышып жаткан талапкерлердин кезектеги теледебатын жыйынтыктадык. Эртең ушул эле маалда саат 9:00 номер 29 Сверлов бир мандаттуу округтан кайра шайлоого ат салышып жаткан теледебаттарды баштайбыз. Бүгүн болсо номер 27 1 май шайлоо округу боюнча талапкерлер Акеров Табылды Абдраманович жана Гапаров Адылбек Абдыкаримович катышты. Берүүнү мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.